этнос в ней уникален. Каждый из них развивается и становится государственным достоянием. Сегодня с российской культурой знакомится и Башкирский государственный университет, ведь в стенах нашего вуза проходит большой этнографический диктант. В этом году всероссийская акция «Большой этнографический диктант» проводится впервые. Организаторами диктанта в нашей республике выступили Министерство культуры и образования, Дом дружбы народов Башкортостана. Участником диктанта мог стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности и гражданства в возрасте от 15 лет. Диктант оставил приятное впечатление, оказался сложным, но сделать было возможно его абсолютно. Были вопросы на соотношение, например, какие блюда относятся к какому народу или какие традиции к какому народу относятся. Также были вопросы о столицах республик. Я узнала о сегодняшней акции еще на той неделе в группе, что будет проходить в нашем университете большой этнографический диктант. Я считаю, что это правильно, что провели этот диктант. Впечатление произвело очень хорошее. Вопросов было 30, но это не так много, я считаю. Были очень интересные, собраны они с разных источников. Итоги диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте диктанта 4 ноября. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как к науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Необходимо понимать, что сила нашей страны, она в том числе и в том, что у нас полиэтничная страна. Возможно, кому-то будет интересно после прохождения большого этнографического диктанта обратиться к традиционной культуре, к культуре народов, которые населяют нашу страну, и вообще узнать побольше о многих народах, которые живут в России. В целом очень довольны. Мне кажется, люди с большим интересом писали этот диктант. Гузель Анаева, Адель Хусаинова, специально для Правком ТВ.